В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты Ия Рамзанабуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Возрождение традиции. Внук первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова Адам прошел церемонию опоясывания в связи с исполнением 15-летия. Какой смысл она несет в себе, кто присутствовал и какие обязательства лежат на человеке? Лучший вуз страны. Я считаю, что это проект, который действительно важен не только для Чеченской Республики, для всего Северного Кавказа и для России. Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка посетил строительную площадку филиала МГУ имени Ломоносова в Грозном. Направление подготовки специалистов, количество мест и сроки зачисления первых абитуриентов узнаем в этом выпуске. Новые проекты. В будущем зона обещает стать основной точкой роста экономики и промышленного потенциала Чеченской Республики. С инспекционной поездкой в промышленных объектах региона побывал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Оценьте мнение и стратегия развития. Смотрите итоги поездки в нашем выпуске «Вестей». Руководство страны сделает все, чтобы оказать помощь семьям бойцов, участвующим в специальной военной операции. Об этом на встрече с матерями военнослужащих заявил президент России Владимир Путин. Беседа состоялась в преддверии Дня матери. Глава государства отметил, что мужчины, отстаивающие честь страны в борьбе с бандеровцами на Донбассе, настоящие герои. И это качество формируется в них в семье с самого детства. Основа самосознания любого человека, основа его ценностных ориентиров закладывается в семье личным примером родителей. Вот это самый основной, важнейший и самый фундаментальный метод воспитания, личный пример. И судя по тому, что ваши ребята ведут себя так, именно героически, вот именно об этом я хотел сказать. Это, конечно, огромный ваш вклад. Ваш, конечно, и ваших мужчин, ваших мужей, безусловно, это в семье с обеих сторон всегда происходит. Но только они сами, ребята, знают, что они герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них, их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжелый, и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Вот только они сами это чувствуют и понимают. Когда я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми, и по телефону говорил напрямую, с ребятами прям. Но во всяком случае я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. И информация – это тоже оружие борьбы. И информационные атаки – это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы. Мы для этого с вами и собрались. Я поэтому и предложил эту встречу, потому что хотел послушать вас, как бы из первых уст, что называется, услышать ваши оценки. У вас информация же тоже оттуда поступает. И одно дело ко мне много информации стекается из разных источников. Но совсем другое дело – это ваши оценки, ваше мнение, и ваши идеи, ваши предложения. Среди этих доблестных женщин оказалась и Жарадат Агуева, мать начальника отдела МВД России по Курчалоевскому району Рустама Агуева, а также командира батальона Ахмат-Запад Исмаила Агуева. В своей речи она отметила, что гордится тем, как храбро сыновья сражаются с врагом. Вместе с тем рассказала о колоссальной поддержке, оказываемой главой Чеченской Республики нашим бойцам. Свободно они добровольно поехали первый раз
ничуть не жалею, что они там находятся. Рамзан Кадыров со всеми, все, что им надо, полностью одеть, обуть, все предоставляет. Не то, что им, даже дома, женам, детям, всем предоставляет Рамзан Кадыров. Помогает всем, и там ребятам тоже. Продукты, продовольствие, не то, что ребят военным несут, даже украинским людям на гуманитарную помощь везут постоянно. Наших ребят, что уехали из Чечни, ни в чем не нуждаются и ни в чем не требует им, чтобы, в принципе, все у них есть. Я благодарен Путину, что в 2000 году тоже, благодаря ему, покойному Ахмад Хаджи, все сделали, чтобы войну на нашей стороне, чтобы закончились. Сейчас я сюда ехала, у нас уже дважды мы войну пережили, я знаю. Один у меня без вести пропал в ту войну. Сейчас в данный момент 3 у меня. Я горжусь своим нацией и своим народом всеми. У нас голодающих, нуждающих, примерно руки протянутых, никого нет в Чечне. Всем постоянно, что ему надо, все предоставляет всем ребятам, всем матерям. Их не оставляет он, всем предоставляет, что надо. Я горжусь ним. Спасибо вам тоже, Путин, что в то время с Ахмад Хаджи Кадыровым вы тоже помогли наш народ очень, чтобы превратить вот это все в войну, чтобы не было. Жарат Хожаевна, вам спасибо за добрые слова. То, что произошло на чеченской земле, и та нормализация, которая произошла, это прежде всего заслуга самого чеченского народа. И Ахмад Хаджи, который отдал жизнь за свой народ, за чеченцев. Скромно и в соответствии с исламом и адатами в селении Ахмат-Юрт прошла церемония вступления в совершеннолетие внука первого президента Чеченской Республики Адама Кадырова в связи с исполнением 15-летия. Согласно чеченским традициям, имениннику вручили папаху, символ мужества, и кинжал, знак отваги и доблести. С этого момента мужчина обязуется безукоризненно соблюдать кодекс чести Онахалла. Мероприятие направлено на возрождение обычаев и традиций чеченского народа, а также популяризации культурного наследия. Репортаж Турпала Тайсумова. Богословы и старейшины направляются к дому главы субъекта Рамзана Кадырова. Поводом схода стало 15-летие внука первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Адама. Согласно традиции вайнахского народа, вступление во взрослую жизнь считается именно с этого возраста. Для начала собравшиеся под руководством старейшины села Хожа Ахмета Хаджи Кадырова совершают коллективный намаз. Аллаху Акбар. Здесь же присутствует и руководитель региона. Он тепло приветствует и благодарит гостей за визит. Gerçpas amal tuşabu. Gerçpas ve kusurdu da zadı şahı. İstiyoruz aminu ve kaminu vadas. Далее наступает церемония опоясывания Адама Кадырова. Согласно древнему чеченскому обычаю, имениннику вручается папаха, символ мужества, и оружейный пояс, после которого юноша становится полноправным мужчиной, представителем своего рода, а также кинжал, знак отваги и доблести, с помощью которого он должен защищать все, чем дорожит истинный чеченец. Важные напутственные слова в тот момент произнесли Хожа Ахмет Хаджи и муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. Yazdır hoşul sadışlıkla molindagi. Faz Allah şu ona hiç mettiyah. حين كش خندر تربوش لولا يحيى كنت صغال شل شل حين ترخندر ماستو تسيلح خيلن شو ديخكر كورقوز شل شل يسو هم قايت عونا الجح قومنا مخكنا سيل
خلك توتيش خلر قويت سوا يحيلش دين الله دولش وزغل وش دال آدم إيش تويل شي ديجر إيش يحسن كلي تويل دال يحيى بيرك تيويل آدم تان بيت شو قاش نخون بيت شو قاشر وي داي أيد لاح وعادة يعني غلق تعيق كر شال تور كيوت كويتيلر سنخا سول إخاخات شلسة واسر بوغداس إخاخات شول إحا قناع سوبابي يشبونيقا قوناخ شنا أقا مصو أغورا شي غد يقياخ كردالاح إذا ديل نقطع يقر ويا داي خزغل بوشتول أقا عادة شعقا يقر كيوت كويتيلر سيلر در وتسقي شوش كانتنا مصو أغورا تون قاتشان بولش إذا نوق واقر أردوق ويا شنوق واقر خزغل العادة تو استغنى ويمحكها ليلة دين دقنا هنقير دعد العادة تريد بعضه ويفشع رمزان عجسة العال شويل قائم عليه الصلاة والسلام سنة دياندش ويخزغل العادة دياندش شي انتيح شي ديوزل انتيح مصو اغورا وانتيح وينا مثل قويتوش اشتحبح شخص بيرتي بوغبوير ير آدم طبعا قيد شو قيد شخون وزغل وجدال يرديق الويل وزغل وجداله وين دقع بولشو بوتشو شو ووش بولخخ زينخ ظلمخ بيتنخ يعاجنخ تيش بيركخ دال الويل وزغل وجدال موغوش ولش أقا غور دولش ولش كيولش سيدولش يحيولش أقا شي دي دوق ديدش شي دي شي دي شي دي خزغل بوش بونيق لربش قوتش قونا ساقولش بيحتي ويلا قير دال دي الويل Данная церемония проводится с целью возрождения и популяризации национальных ценностей. Официальные лица и богословы рассказывают, что эта традиция имеет большое значение. دين شيء دشتول أو دشتول جرجلوا ونقشي قومه دشتول خسخل دشتول غلقش عادتش والدين دوخش دولون ديلا يبقيتر ولا رباش دولهم دين أحسن ويقومه عادة حاج أولين ويديش حدي نادو إذا خير دل إعادة ملا جين دل دره بتشح دل ديكس بيقن بولتم ديكم شادين ديش بايمر سنة شادين ديش ويقون خيسي لعب دشتول غلقش عادتش دين ديش حواش ولون ديلا يبركتي عادة يخزغل دشتول سنة دين ديش بوه تنخلش بريجا وزي سيلع وشوش الله داله آدم ديق الله ويل شي ديني ناني مدع ولش تاخن سن بيركتي ولش موقش وش خو محكن تاخن شيرع وشوش قون خليت ايه قي شي دانا نهار موك بقي بير باش قون خلح سولوشه دالت احد بيركتي ويل وسخل وش الله دال وي محكن ايش موبايلك رمضان حاجي آدم سن بوش بولو قون خي ومثلا ما خرم الله دل قام ديوز الله خلش دو ديوزل أوخل شق أما أوخل شتو ويمخها ديوزل أخبارها دحوشة بخ بولخبو دلح أسبلتها أجردو قدل مثلا تبلت عجيش يبول بي ألا تعش أستع أجردو قدل ومثل جيش وجا وكيجل قوو دال عال شويل رمزان حج شيء ديوزل القرآن عام در خليل لامز خليل قدل بلش خليل مثلا دعوتنا تخنا قوما شيء قومنا بوسوستك مو خلويز دا مو خلبيز ديوزل مو خلبيز اس ديوزل هو عاموديز بوشه يمثل شي قوما جيت جوت شا حلقه والله حو شوي تغنا اخدين شوها وي ادم بخيتشو قاتشرز ديق البيشو يديق البيش متى يوغا وكيغل هو شو حاجه يشتكودو وي قوم عادت ونخيتش يقون قئر مو بالقل داخديس يقون قئن والشول تحسن غد مو يحكيس سون كورت كوي مو تلبيس سون ديقشت مو إيغوديز إذا دق مسل دوئي من الله ولو استجنا دق مسل دوئي شي ديوزو لح قون قي أشولشنا شي ديوزو لح زود بيرقي أشولشنا دق مسل دوئي وزي سيلا وش دالا ديق الويلر آدم وزي سيلا وش دال ديكنز بيقن بويل ويكيغل خوشنا ويباچعنا ديوزو القئ برح ديوزو عالش برح وين مسل جيش حوا وشولو
Далее верующие совершили обряд зикр, после чего они были приглашены за праздничные столы. Стоит отметить, что Адам Кадыров уже зарекомендовал себя ответственным и взрослым человеком. В 15 лет он является хафизом, зная наизусть священный Коран. Важно подчеркнуть и его прекрасную учебу в период обучения в школе, а также хорошие спортивные навыки. Кроме того, он посещал Донбасс, а с момента получения этих важнейших для каждого чеченца атрибутов, перешагнувший порог совершеннолетия мужчина принимает возложенную на него ответственность перед Всевышним и народом. Он обязуется безукоризненно следовать кодексу чести Конаха. Турпал, Алита Исумов, Аслан Ахматов и Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка посетил с инспекционной поездкой строительную площадку филиала МГУ имени Ломоносова в Грозном. Он создается совместно с правительством республики. Предполагается обучение по 5 направлениям подготовки. А какие именно, узнаем у Мадины Кураевой. В столичном аэропорту имени Ахмата Хаджи Кадырова полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайку встретил председатель правительства региона Муслим Хучиев и вице-премьер Адам Алханов. Далее делегация посетила строительную площадку филиала Московского государственного университета. Гостей сразу же ознакомились с проектом. Данный проект начал реализовываться благодаря братским отношениям главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и эмира Абу-Даби и президента Объединенных Арабских Эмиратов. Проект отличается особенностью тем, что у него уникальный подход к строительству высших учебных заведений мирового уровня. Концепция была разработана арабской компанией Arif Bintok International. Официальным консультантом проекта выступает также компания из Объединенных Арабских Эмиратов Eagle Hills Properties. Девелопером данного проекта выступает российская компания Smart Building, а непосредственно строительство на участке, генеральный подрядчик – это чеченская компания «Чеченстрой». Общая площадь застройки 26 гектаров. Здесь располагаются 3 учебных корпуса, 2 общежития, мужское и женское, спортивный комплекс с несколькими площадками, актовый зал на 741 человек и оздоровительный центр с бассейном. Возвели объект в соответствии с современными требованиями и удобствами. Кроме того, особое внимание уделяется обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Все корпуса предусматривают наличие инвалидов. Корпуса общежитий также на первом этаже предусмотрены отдельные комнаты для комфортного проживания инвалидов. Мы с вами сейчас находимся в корпусе пищеблока. Непосредственно сейчас мы находимся в одном из обеденных залов на 112 человек. На втором этаже расположен зал больший по площади на 160 посадочных мест и VIP-зал для профессорско-преподавательского состава на 35 мест. В данном здании предусмотрены все необходимые помещения. Для гостей провели экскурсию по комплексу. Им показали спортивно-оздоровительный центр. Здесь находится полуолимпийский бассейн на 5 дорожек. На той стороне будут размещены трибуны. Здесь предусмотрены помещения для размещения медицинского персонала и тренерское. Второй этаж это уже будет использован по технологии университета, который оператор примет в управление. Также в данном корпусе находится большой спортивный зал с общей площадью 1200 квадратных метров. Он рассчитан на баскетбольные, волейбольные и мини-футбольные игры. На объекте трудится более 600 человек. Все работы ведутся активными темпами. Сейчас ведется завершение отделочных работ внутри корпуса. Впереди благоустройство территории и оснащение зданий. Стоит отметить, что это единственный проект образовательных учреждений такого масштаба на Северном Кавказе. И открытие филиала – прекрасная возможность для молодежи со всего СКФО получить качественное образование ведущего вуза страны. Обучаться студенты будут по 5 направлениям. Это прикладная математика, информатика, биотехнология, фармация, юриспруденция и менеджмент. Федеральный чиновник дал высокую оценку проекту, отметив его необходимость. Проект, который действительно важен не только для Чеченской Республики, для всего Северного Кавказа и для России. Это будет, скажем, на сегодня это будет, по-моему, единственный филиал МГУ в Российской Федерации. По-моему, в Сарове еще там филиал небольшой. Ну, там специально небольшой. Значит. Это будет, по сути, единственное. Это бесспорно даст возможность нам уже и открыть сотрудничество и с арабскими, скажем так, странами, и не только с Северным Кавказом, это и с другими субъектами Российской Федерации. Я стараюсь помогать тем, кто много делает и стремится делать.
Чеченская республика в этом направлении идет в правильном русле. Они много делают, стараются, генерируют новые идеи. И вот в том числе и вот здесь вот сейчас будет филиал МГУ. Я считаю, это большая заслуга руководства Чеченской республики. Премьер-министр региона отметил, что благодаря тесному сотрудничеству Чеченской республики с арабскими государствами строительство комплекса осуществляется полностью за счет инвестиций. Роль же главы республики в выстраивании этих отношений трудно переоценить. Уникальный проект в плане финансирования, это 100% иностранное финансирование, благодаря дружеским отношениям руководства Чеченской республики и Объединенных Арабских Эмиратов. Это 100% иностранный капитал, который здесь вложен. Это, по-моему, единственный случай такого взаимоотношения. И даже не частного государственного партнерства, а именно иностранного бизнеса и, соответственно, государственных структур. Благодаря Юрию Яковлевичу, то, что он подключился в этот процесс, мы сегодня можем говорить о том, что здесь открывается филиал МГУ. Далее официальным гостям показали открытые спортивные площадки, построенные по всем стандартам. В университете создаются условия для учебы, занятий физической культурой, а также отдыха студентов и преподавателей. Ну а планирует начать учебный процесс в 2023 году по 3 направлениям. Увиденным Юрий Чайка остался доволен. После осмотра комплекса почетного гостя проводили к трапу самолета. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская республика. Республику посетил также заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в рамках своего рабочего визита. Он осмотрел несколько промышленных объектов, в ходе которых федеральный чиновник предложил несколько проектов: создание новых туристических маршрутов и экотур по горным районам. Это позволит увеличить турпоток в регион. Какую оценку он дал увиденному, расскажет Адам Магомедов. Площадь особой экономической зоны промышленно-производственного типа Грозный, которая находится в Шейх-Мансуровском районе, составляет 256 гектаров. На территории ведутся работы по постройке транспортной, инженерной, социальной и инновационной инфраструктуры. Осмотреть их ход приехал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров вместе с председателем правительства региона Муслимом Хучиевым. Тут же они провели совещание на ногах, где обсудили дальнейшие перспективы проекта по привлечению инвесторов и потенциальных резидентов. Зона состоит из 2 участков. Это бывшая территория Грозинского нефтеперерабатывающего комбината, который был разрушен во времена военных кампаний, и индустриального парка, расположенного на месте бывшего радиозавода. Реализация проекта «Особая экономическая зона Грозный» планируется до 2068 года и позволит создать 7 тысяч новых рабочих мест. Некоторые земельные участки уже уводятся резидентами, дабы в дальнейшем построить перспективные объекты. И в будущем зона обещает стать основной точкой роста экономики и промышленного потенциала Чеченской республики. После чиновники отправились в современное предприятие по производству сырья «Чеченцемент» и оценили достоинство завода. Для получения качественного продукта используются 2 карьера, откуда и берется известняк и щебень. Здесь работают 2 технологические линии по производству цемента общей мощностью 1200 тысяч тонн в год. Объект планируют расширить, дабы увеличить объем производства. Вот это первый этап. Силоса по 10 тысяч, помольный цех и клинкерный силос на 60 тысяч. Это уже есть. Второй этап. Строительство 2 силосов, новое помольное отделение, интегрирование его к клинкерному силосу. И заключительный этап – это строительство ячеек. Сергей Назаров остался доволен работой завода и высоко оценил перспективность проектов, однако имеется несколько нюансов, которые планируют решить. Конечно, есть ряд нюансов, которые мы обсудили. Это строительством еще дополнительной генерации, что здесь тоже недостаточный объем. Это вопрос логистики, вывоза цемента, потому что отсутствует железная дорога, и это сложности. Поэтому все это вместе, наверное, сейчас мы совместно оценим и посмотрим, как реализовывать этот проект. Дальше официальные лица осмотрели объекты инвестиционных проектов «Ведучи», где строятся новые канатные дороги, горнолыжные трассы и не только. Канатная дорога В5 находится в производстве. Отгрузку они начинают по ней, начиная с января, с конца января, и завершат в полном объеме поставку до 29 мая 2023 года. На данный момент 2,5 горнолыжные трассы в очень высокой физической степени готовности. 2 из них мы вводим в этом году. С чувством мы проговорили, они сейчас в декабре, сейчас с учетом этих погодных условий, которые есть, они их обещают доработать, правильно, что? Да. И постараемся 3-ю трассу тоже доработать. В
В ходе осмотра Сергей Назаров предложил несколько проектов. Это создание новых туристических маршрутов и экотур по горным районам, дабы туристы могли полностью ознакомиться с достопримечательностями региона. Чиновники обсудили дальнейшую совместную работу и достигли ряда договоренностей. Адам Магомедов, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В череде многочисленных праздников, отмечаемых в необъятной России, есть день, занимающий особое место. В последнее воскресенье ноября по сложившейся традиции во всем мире отмечается День матери. В столичном центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова провели мероприятие в преддверии праздника. Присутствовала на мероприятии первая леди республики Медни Кадырова. Репортаж Амины Тупилаговой. Учащиеся Центра образования традиционно подготовили концертную программу в рамках празднования Дня матери. В мероприятии приняла участие первая леди Медни Кадырова, получившая почетное звание «Мать-героиня». В числе первых главную женщину своей жизни поздравил Абдулла Кадыров. Далее красивый нашид в исполнении внучки первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и Эсет Кадыровой заполнил зал и растрогал всех присутствующих. Гостей ждал также красивый танец в исполнении учениц 8 класса, сценка от победителей школьного конкурса «Любимая книга», которые, кстати, являются первоклассниками. Программа была разнообразна и красочна. Весьма интересной оказалась задумка с демонстрацией слайд-шоу из фотографий учащихся с их любимыми мамами. Олицетворение милосердия, добра и любви. Вся хвала и почет сегодня в твою честь. Та, чье имя – мама. 4 буквы. Бесконечный смысл. Дети очень готовились к концерту. Благодаря их стараниям и искренности в зале царила невероятная атмосфера. Каждый хотел внести свой вклад и поздравить всех матерей. Мама, без преувеличения, важнейшая фигура для каждого человека. Она дает нам самое главное – жизнь, учит, как по ней нужно идти и поддерживает на протяжении всего пути. Амина Тупилагова, Лёма Мандеев, Харун Абдулаев. Вести, Чеченская Республика. День матери традиционно отметили в столичном детском саду «Дики». На тематическом утреннике воспитанники представили яркую программу. Исполнили номера, показывающие любовь и теплоту главному человеку в жизни каждого – матери. Медина Мударова продолжит тему. Воспитанники начали готовиться к этому замечательному празднику еще 2 недели назад. Проводили беседы о маме, читали художественные произведения и учили замечательные песни и стихи. Сегодня они нарядные и красивые, покажут все, что подготовили. Мама – первое слово, которое говорит ребенок. Это самый родной и любимый человек на свете. Среди многочисленных праздников именно День матери занимает особое место в сердце. И к нему детки подготовились основательно. Первым делом воспитанники детского сада «Дики» станцевали шариками в виде сердечек, показывая всю свою любовь к мамам. Дети долго и тщательно готовились к празднику, чтобы порадовать своих любимых женщин. Среди них и внуки первого президента Чеченской Республики Хасан и Хусейн Кадырова. Ребята посвятили своей маме замечательные стихи, в которых рассказали все, что чувствуют. Дорогая мама, нет тебе прекрасней. Я с тобой знаю, что такое счастье. Мне улыбку даришь и свое тепло. Точно не оставишь, с тобой повезло. Мама милая, нежно славная, добрая, умная, друзья и лучезарная. На дальнее счастье тебе подарю. Спасибо за все, я тебе говорю. Ну а девочки в пышных белоснежных платьях исполнили душевную песню. Одним из украшений утренника стал танец стильных мальчиков в шляпах и с газетой.
Мамы каждый день заботятся о своей семье, при этом порой не жалея себя. К примеру, возвращаются домой с тяжелыми пакетами с продуктами. Дети в своей сценке решили показать, что они уже готовы помогать и с этим. О, перебирают они с одного корзины в другую. Что, правильно? Правильно собрали? Какие вы молодцы! Затем детки показали мини-сценку, где разыграли один день из жизни любой чеченской семьи. Смеялись и взрослые, и дети. По завершении праздника воспитанники все вместе спели песню. Этот праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. Хочется говорить слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Моя мама хорошая, самая красивая. Я его очень люблю. Я его очень крепко обниму. Я поздравляю бабушку и маму. Я очень люблю. Я очень люблю свою маму и поздравляю ее с праздником. Я подарю ей, чтобы я буду ее целый день всегда слушаться. Международный день матери ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. Этот праздник символизирует уважение и трепетное отношение к любимым женщинам. Вернувшись домой, детки, безусловно, поздравят своих мам лично, сказав о том, насколько сильно они их любят. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести», Чеченская Республика. В зону специальной военной операции выехали более 200 добровольцев. Все они прошли курс огневой и тактической подготовки на базе Российского университета спецназа. Полностью экипированы и готовы выполнять поставленные руководством страны задачи. Все нужды защитников региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова взял на себя. Проводить их приехали высокопоставленные лица региона. Министр внутренних дел Руслан Алханов пожелал бойцам боевых успехов и напомнил их главную цель – искоренение киевского режима. Стоит отметить, что на передовую из республики отправилось уже более 8 тысяч добровольцев, и это число неуклонно растет. Защищает мирное население, граждан Донбасса, порой даже ценой собственной жизни. Они постоянно выручают, помогают гражданскому населению, потому что они, как воины, как патриоты России, признаны защитить мирное население. И они это честью выполняют. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. В рамках нее раздали 7 миллионов рублей во всех районах Грозного, из них 250 тысяч разделить между нуждающимися из Шейх-Мансуровского района. Также в Ачхой-Мартановском и Урус-Мартановском муниципалитетах будет осуществляться раздача 21 тысячи буханок хлеба и 7 тысяч мяса кур. Как известно, фонд на постоянной основе оказывает денежную и продовольственную поддержку малоимущим жителям региона. В Национальной библиотеке прошел вечер, посвященный юбилею Ахмада Сулейманова. Ушедшему на 73-м году жизни народному поэту исполнилось бы 100 лет. Он является символом чеченской литературы, показавшим в своих произведениях образ истинного чеченца. Одна из его ярких работ – «Топономия», содержанию которого он посвятил немалую часть своей жизни. Был талантливым человеком и грамотным педагогом. В зале собрались люди, внесшие вклад в развитие чеченской литературы, а также ценители творчества самого Ахмада, популяризирующие его. Союз писателей региона наградил их почетными медалями. Его наследие является образцом и считается классикой нашей литературы и истории, и других наук тоже, и этнографии тоже. Потому что так как он выразил любовь к родине, к народу,
и мудрое слово своей поэзии, как никто другой поэт. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.